Как уйгур, архитектор Ихтияр строил Пекин, Ханбалык. Пекин, Чжунду, был политическим, экономическим, культурным и военным центром многих династий Китая. В 1215 году Чингисхан повел монгольскую армию на Чжурчжэнскую династию Цзинь, Жок и полностью разрушил их столицу Чжунду. В результате некогда процветающий город превратился в пустыню и облик древнего города не сохранился. Архитектор, уйгур Ихтияр служил Хубилай-хану, когда тот решил перенести столицу Монгольской империи из Каракарума в Китай. 52 года спустя после разрушения Чингисханом города Чжунду, в 1267 году Хубилай-хан решил заново отстроить столицу на ее месте. Назвать ее Ханбалык, возвести дворцы, храмы и торговые улицы. Главным архитектором Хубилай-хан назначил Ихтияра. Уйгур Ихтияр был известным архитектором монгольской династии Юань. Начиная с Ихтияра и до 4-го поколения, его семья руководила бюро архитектурного дизайна династии Юань. Ихтияр был планировщиком, дизайнером и руководителем строительства имперского дворца и всего города Юань-Даду, ныне Пекин. Он заложил основу будущего развития запретного города и всей городской архитектуры Пекина. Ихтияр спроектировал грандиозную столицу династии Юань-Даду, и по легенде было задействовано около 1 миллиона строителей для завершения этого грандиозного строительства в течение 10 лет. Ян Сюнь из династии Юань описал деятельность архитектора Ихтияра и его сыновей в собрании древних домов. Известный современный китайский историк Чэнь Юнь так описывает Ихтияра и его неизмеримый вклад в историю китайской архитектуры в своей книге «Посланники династии Юань». Реконструкция Даду, столицы династии Юань, является крупным событием в истории китайской городской архитектуры и результатом великой мудрости уйгура Ихтияра. В китайской хронике слова западных регионов записано: Ихтияр спроектировал Даду и построил его так, чтобы он подходил для императорского дворца, предварительно изучив местность и спланировав его в соответствии со стилем китайцев Хань. Поскольку Ихтияр собирался спроектировать не обычный город, а столицу ханства, проект предусматривал размещение императорского дворца. И дворец, естественно, должен был быть расположен в более заметном и важном месте. Поэтому при проектировании дворца Ихтияр не только разместил дворец в центре города, но и использовал совершенный художественный стиль, чтобы тесно интегрировать величественный и торжественный дворец с разнообразной природной средой, создав разумный и целостный архитектурный ансамбль. Ихтияр разделил императорский дворец на 3 больших и малых дворцовых района, а затем взял Цэньхуандао и озеро вокруг него, сейчас парки Чжуннаньхай и Бэйхай, в качестве центра планирования, а 3 дворца расположили по кругу по обеим сторонам озера. Дворец на восточном берегу озера обращен на юг. Это дворец самого хана, также известный как Императорский дворец, который сегодня является передней частью запретного города. Дворец на западном берегу озера обращен на север. Перед большой зеленой зоной перед дворцом был построен деревянный мост, ведущий на запад, соединяющий его с Цэньхуандао. Это нынешний парк Циншань и его окрестности. По замыслу Ихтияра здесь водилось множество ценных птиц и редких животных. В то время это место называлось Линюй, по-уйгурски Ханли-Каджаиб-Хана, и сегодня уйгуры поймут без перевода. Дворцы на западном берегу озера были резиденциями принца, принцессы и королевской семьи. Они были отделены от императорского дворца озером. Большой деревянный мост через озеро был построен посередине 2 резиденций. Это передняя часть нынешнего моста Бэйхай. Эти 3 комплекса дворцов и зданий на северной стороне озера соединены, образуя большое целое. Это и стало центром всего императорского города. Вокруг императорского запретного города была построена городская стена. Ихтияр разделил столицу на большие, средние и малые районы и очень разумно расположил их в соответствии с потребностями различных транспортных маршрутов. Кроме того, на востоке и на западе императорского города находился ряд роскошных зданий. В то время это был особый городской район. К востоку от императорского дворца находился королевский храм, а к западу – резиденции религиозных деятелей. Это была гробница, где ханы поклонялись богам и проводили религиозные обряды. Благодаря планировке и расположению, аккуратные и роскошные здания по обеим сторонам подчеркивают важность местоположения императорского города. Самый центральный дворец императорского города, то есть центральная точка восточного и западного города, и служит центром всего города. Если следовать по этому центральному маршруту на север, то можно увидеть еще одно озеро Шишахай. Здесь были построены 2 здания, расположенные друг напротив друга. Это колокольня и барабанная башня, которые служили центрами для оглашения указов гражданам всего города. Колокольня и барабанная башня и городские стены со всех 4 сторон вместе образовывали топографический центр города, который в то время был также крупным торговым центром. Все описанные выше дворцы и здания были непосредственно спроектированы, спланированы и контролировались Ихтияром.
Проект был начат в 1264 году и успешно завершен в 1274 году. Так как такое огромное здание, как дворец монгольского хана и городской центр, имело очень большое значение, то Ихтияр принял эффективные меры по организации повседневной работы, выбору мастеров, подготовке материалов, организации транспортировки и так далее. И в конечном итоге добился больших исторических результатов. Поэтому Хубилай-хан по завершению строительства устроил грандиозный пир в честь уйгурского архитектора Ихтияра. В истории династии Юань говорится, что строительство Цэньхуандао было огромным проектом по архитектурному стилю империи Хань. В то время китайский мастер спросил: «Этот проект выглядит так, как будто его построил народ Хань. Почему уйгур Ихтияр спроектировал именно так?» Ихтияр ответил: «Монголы – это народ, живущий на севере и живущий в юртах. Они завоевали эту страну силой, верхом на коне, но править верхом они не могли. Монголам пришлось использовать изначальный образ Китая, чтобы управлять этой древней цивилизованной страной. Оставаясь кочевниками, монголы просто не подходят на роль ханов этой страны». Ихтияр и его 4 поколения семья уйгурских архитекторов управляла бюро архитектурного дизайна и заложила основу для реконструкции и расширения Пекина, гордости китайской нации, великого символа культурной истории, всемирно известной столицы и древней городской архитектуры. Развитие архитектуры Пекина неотделимо от вклада уйгурского архитектора Ихтияра и его потомков.